87 воспитанников, 56 сотрудников. Все и о каждом знают на посту охраны Эжвинской школы-интерната. В прошлом году здесь появилась автоматизированная система «Стрелец». Вся информация с пожарной сигнализации, а это больше 400 датчиков, автоматически уходит на пульт единой оперативной службы. С ее установкой намного легче стало, то, что дежурному персоналу не надо реагировать, самому отзваниваться, потому что сигнал сразу автоматом уходит на ЕДДС-01. И подразделения пожарной охраны прибывают самостоятельно уже, мы только их встречаем. Вот и на этот раз система не подвела. Небольшое задымление и сигнализация сработала сразу. Учебный процесс приостановили. Внеплановая перемена для воспитанников и учителей школы-интерната проходила на улице до прибытия пожарных подразделений. 11 класс по списку 6 в наличии 5, один в отъезде. 11 Д по списку 6. 6 в наличии 5. 5. Вы знаете, где вас ребята? Да. Пожарным докладывают, в здании никого не осталось, но те действуют по своему алгоритму и все равно осматривают каждый кабинет. Задача этих учений – проверить готовность не оперативных служб, а персонала объектов с круглосуточным пребыванием людей. В экстренной ситуации от них зависит очень многое. Только в этом здании больше 10 эвакуационных выходов, и план отступления должен знать каждый сотрудник. По замыслу учений заблокировали один из эвакуационных выходов, то есть одну из лестниц. Предположили, что очаг возгорания мог находиться там. Соответственно, мы смотрели на действия персонала, как они перенаправят потоки и насколько оперативно они выведут людей из здания. Но персонал отработал на 100%. Проверяли сегодня не только персонал, системы автоматической противопожарной защиты, источники водоснабжения и, конечно, подъезды к объектам с ночным пребыванием людей. От чуткого взора ревизоров не ускользнула ни одна деталь. Дальше работа над ошибками. Их было немного, но в деле пожарной безопасности мелочей не бывает. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.